Водитель экскаватора с аккуратностью, достойной ювелира, ковшом выкапывает ивы в зеленой зоне Воркуты. Главное – не повредить корневую систему. Разрешение на работу дала городская администрация. На этой площадке уже в этом году начнется строительство нового храма. Но деревья в Заполярье, как известно, явление редкое. Поэтому, начиная богоугодное дело, их решили не просто выкопать, а пересадить на новое место. Новый храм очень просили построить вдовы горняков, погибших 2 года назад во время взрывов на шахте «Северная». Родственники даже обратились за помощью к патриарху Московскому и всей Руси Кириллу во время его визита в Воркуту. Тогда предстоятель идею поддержал. И вот недавно угольная компания выделила на строительство святыни 2 миллиона 360 тысяч рублей. Этих средств хватило только частично на приобретение сруба. Сруб обошелся в 3 миллиона, и он доставлен в Воркуту и находится сейчас на территории ВМЗ. И вот в этом году мы с Божьей помощью решили начать работы по подготовке земельного участка под строительство храма-памятника. Средств на само возведение часовни не хватает, но игумен Николай намерен объехать все предприятия города и обратиться к неравнодушным жителям. Он уверен, в шахтерском городе никто не останется в стороне, и в Заполярье все же появится святыня в память обо всех погибших горняках. Елена Кононова, Иван Волошин, телеканал Юрган, Воркута. Еще раз обратим внимание на то, что ситуацию с появлением этой часовни 2 года назад в рамках личного визита в Воркуту поставил на контроль сам святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тогда он не только провел траурную литургию по 36 погибшим, но и пообщался с их вдовами и родственниками. Именно они были инициаторами памятного места. Вот момент этой встречи. Часовня. Ну, конечно. Да. Обязательно. Но вот здесь есть представители собственников-то? Здесь кто-то есть, руководитель шахты? Владыка. Ну, был. Ну, сейчас поговорим с ним. Александр Викторович. Ваш долг построить часовню. Послушайте, патриарх. Говорю под камеры, говорю перед всей страной. Ваш долг. Вот, чтобы эти люди могли прийти к тому месту, где они будут молиться за своих близких. Мы сейчас не входим в вопрос о том, кто и как виноват и почему это произошло. Но долг руководства шахты и собственников – построить место для молитвы. Передайте, кому надо, мои слова. Заметим, озвучен был тогда этот долг, по выражению патриарха, Вадиму Ларину. Однако спустя полгода после диалога под камерами гендиректор Северсталь Менеджмент покинул пост, прихватив золотой парашют в виде 156 миллионов рублей. И более того, уехал в Великобританию. При таких суммах сложно вообще понять, какие у воркутинской часовни могут быть трудности с нехваткой финансирования. Сегодня главный обвиняемый по делу о взятках контролирующим органам за то, что они не ходили в опасные места шахты, объявлен международный розыск. По данным ФСБ, эта информация озвучена на суде. Живет Ларин в графстве Кент, в престижной по английским меркам деревушке Кобэм. Есть у него и собственный дом в 27 километрах юго-западу от Лондона.